Всем привет! Это длинный июльский влог. Приятного просмотра! В мой день рождения, именно 5 числа, мы поехали с моей подружкой ужинать. Заведение вроде как называлось Айки Терраса. Терраса с видом, потрясающим видом на наш любимый Петербург, на Неву реку. Мы остались очень довольны и едой, и видом, времяпровождением. Конечно, очень-очень благодарна моей Ленке за супер вечер. Сегодня 9 июля. Мы сегодня решили отпраздновать мой день рождения с опозданием. Ну, не с опозданием, я только позавчера прилетела. Будут семья, друзья родителей, моя подружка, а позже я поеду встречать день рождения с друзьями. Как я и говорила, здесь мы отмечаем у нас дома, заказали кейтеринг, сидим, общаемся, большинство родственников присутствуют, а далее я поехала глэмпинг, и вот что у нас получилось. На следующий день мы на Исэхе Нюрбы в Якутске. Далее, после Исэха на следующий день поехали в Чоропчу, в нашу любимую Чепору, косить сено нашего участка дома. Как-то было и прохладно, и тепло, и жарко. В общем, классные выходные, как все и нравится. Но не думаю, что срубленное дерево, которое недавно только посадили пару лет назад, понравится Бубличе, но надеюсь, она простит. Но до сих пор она не знает об этом. Прошло 2-3 недели, 3 недели ровно. За лимоном к лимонаду. Я его уверяла, что будет, и лимона не оказалось. Миссия провалена. Но зато прокатилась по деревне. Итак, для нашего лимонада понадобился графин, швепс, апельсин. И далее я засняла, записала, как храпит наша Миша. Это у нас соседи, которые тоже переехали в другие села и даже в город. Я к ним ходила вон туда, к Виче с Нюргуном играть. Нас всегда угощали огурчиками свежими, рыбой свежей, корешами и конфетками. Но также они из года в год любят садить картошку. Но сейчас уже не огород и косят сено. Внизу, оказывается, тоже скосили сено, кошмар.
Я думала только наверху. Все скошенное сено отправится туда за забор. По самый конец участка. Очень-очень жарко на самом деле. Крипово. Это наш такой второй сад. Когда только-только построили этот забор, в 2018 году я его красила со слезами из-за того, что меня разбудили звонком, что я не поступаю, меня не возьмут в основной поток Сунтика, университетский лицей. Что так и получилось. Меня позвали в середине первой четверти, что ли. Меня положили просто в резерв. Сушили. Это божественный перекус, завтрак, обычный джолипон, которого, конечно же, не так уж и просто достать. Мне повезло в Нижнем Месяхе, либо в Чоропче. Заливаете его молоком, едите его, ешьте как сухой завтрак, Несквик с кофе, как раз вообще идеально. В детстве я верила тем таким приметам по типу, если ворона сидит на сухой такой дряблой старой ветке, на таком дереве, то пойдет дождик. Ну, сейчас как-то сомнительно. Еще много раз не совпадали такие приметы с реальностью, так что сейчас уж точно не ожидается. Вечерний перекусчик, свежие огурцы. И, конечно же, по апдейту на утро пошел дождь. Мы поспешили, чтобы опередить дороги сломанные, разруинившиеся. И искупали Мишу. И вот спустя один день, кажется, мы направились с Мишей в Нюрбу. Именно катастрофически Миша любит пить воду именно из ведра, холодную такую водичку, только в Нюрбе и в Чоропче, в деревне, в общем. Катастрофа. 6 миллион лет здесь не была. 2 года точно, вроде как. И настроение сегодня у меня сорока. Быть сорокой. А здесь меня вот ждали 2 моих красавца. Мы с этим малышом 2 года не виделись, не выбегай. Будешь-ка, без конца. Чик-чик. Давай. Хаппыга паринден. Après. Типа хаски вот это, да, извините. Унчанак, я нарботохта. Хуёвндейм, пожалуйста, на дверь Кирем. Нельзя делать вообще так криво, подранде. Хулуатын десе. А так жестко, я нахти, да. Hayda kaynak linder ben.
Сейфи. Знаю даже из-за чего я мало снимаю. Возможно, я хочу показать что-то интересное, но того не происходит, или происходит, и я не замечаю, либо обесцениваю, считаю, что это не столь важно, либо же боюсь той фигни, кому нравится смотреть мою жизнь, кому интересна моя жизнь, но я попробую поснимать, тем более я не так часто бываю в Нюрбе, хочу запечатлеть это. Если вам интересно, чем мы занимаемся, то храпим, спим, кушаем и все. Сегодня по луку у меня, как обычно, то же самое по удобству, но кое-что поменялось. Это супер стильные трендовые тапочки, киевские домашние, и Мишин туалет. Отсвечивает снова. Я направляюсь к парку города Нюрба. Такой новый городской парк у них. Возьму книжку. Еще я дочитываю. Кошелек, помаду, ключи. И отправляюсь. На самом деле здесь очень-очень классно. Просто мне не повезло с погодой. Мы планировали искупаться. Здесь речка Вилюй. Ну и мошек очень много стало. Такой сезон. На самом деле я очень-очень люблю кататься на своей машине. Вообще в целом кататься на машине за рулем. Музыка, дорога. И теперь с появлением своей машины, не теперь, еще тогда я начала понимать те пацанские инстастории, фотографии, видео за рулем. Да, на самом деле очень прикольно, забавно. Здесь все супер и очень сильно изменилось. Очень много на самом деле. Весь парк взяли и перевернули вверх дном. Столько инноваций внесли. Кафешка по типу мини-ресторана, там хачапури даже готовят, видимо. Взяла смузи, чтобы прогуляться. Позже как-нибудь приеду и поужинаю, думаю, здесь. Очень прикольно. Там еще есть лавочки с хот-догами и шаурмой. Получается, там вход, с парковкой именно. То здание. Ассоциация у меня с этим парком. Пленеры, когда я училась в школе искусств. Всякие дни города, празднества, праздники. Особенно в последний год, когда я жила здесь. День города, концерты всякие, праздники проводили именно здесь. Было бы, конечно, прикольно побывать еще на каком-нибудь мероприятии здесь, когда возводят всякие эти ракушки, сцены. Видимо, здесь все это происходит. Ух ты, там еще есть эта гирлянда, там аллея. Я еще встретила своих старых школьных друзей, одноклассников. Много кто гуляет уже со своими детками, малышами чудесными, парами семьями. Малышам уже по 2 года, год. Время очень быстро летит, а я все со своей кошечкой. В общем, так я не полюбил. Я сидел в кругу спать с нами, слышал все, что мне умные известно. И напил золото, но я в нем Столько всего нового, очень много эмоций, реально. Несколько косарей рыл. Например, вот взяли это приставку, здание. я просто играл, курил, играл, Да. И вечером тот садик, в плане или что вылезали. там. Я занимаюсь в Нюрбе.
в Нюрбе работаю. Чем я занимаюсь в Нюрбе? Я больше работаю вот в том здании двухэтажном. У нас там магазинчик. Я обедаю в Нюрбе. Но на самом деле больше такая часть моей миссии приезда в Нюрбу — это просто отдых. Я соскучилась по дому. У нас здесь свой дом. Он очень красивый, уютный. В таком большом участке находится, открытом и не заполненном. Много чего, чтобы отдохнуть. В общем, я здесь отдыхаю, но так как работа — это моя обязанность, я параллельно работаю. Но это мне не мешает отдыхать. Здесь у меня друзья. Я здесь давно не была. Я не была около 2 лет. 2 года точно я не была, даже день в день почти что. Сбегала за раменчиком, обгораюсь тут лапшой, потому что я везде таскаю с собой дождики и прохладу. В таком частном здании очень-очень холодно. Ну, прохладно так что я не только полуфабрикаты, точнее готовые, но и теплые хочу есть. В общем, какую-то фигню снесла, но ничего. Получается, чем я занимаюсь на работе? Я делаю обзорчики. У меня Total Look нашего магазинчика. Внутри у меня еще лонгслив, там рубашечка моя висит всегда со сменной одеждой. Брючки из прошлогодней коллекции. Моя любимая, ну не любимая, мамина любимая сумочка. Нет, не любимая, мамина просто сумочка, которую я купила в Петербурге. Она мне тоже очень понравилась, потому что можно закидывать на плечо. Мой мармонт через плечо вниз. Такой. Ой, ладно. Чем, собственно, в течение дня здесь я занимаюсь. Я слежу за кассой, делаю кассу. Не делаю сейчас уже все. За кассой сижу, консультирую, снимаю обзорчики. Делаю, знаете что? Оформляю заявки на рассрочки беспроцентные нашим клиентам. Ем и читаю. Сейчас у меня еще недочитанное аббатство, в общем, да. Еще мне постоянно приходится висеть на телефоне, потому что консультирую онлайн также. Мы постоянно берем заявки на доставочки, на отправки, заказы. Просто консультирую по стайлингу наших клиентов. Мне это нравится. Так, сижу. Восхищенный середа Евари. Kira nistiginde ve tabii ki hikayenim halan demenna tahaca jagir bekinden niyaji Nurkulhan dar Nurkulhan Чук-чук рахтан сиргер была устанами. Душки свет. Бас. Бар. Корова. Короче, сама нарвалась ведь. Сегодня 20 июля, и у меня такой вот... Ой. Ага, у меня такой вот образ. Шатаю вас. Я поняла, что очень устала есть лапшу ввиду того, что у меня уже организм дает знаки. Я взяла какую-то домашнюю дешевую пиццу. Она не дешевая, она стоит 300 рублей.
Забрала штатив из машины. И сейчас буду есть, творить контент еще. Она, конечно, выглядит аппетитно. Я не думала, что эта пицца тоже с колбасой, с колбасками, с колбаской. А стоит она 275 рублей. Угу. В течение дня зачитываюсь, как-то вот отдыхаю, и из серии «Детские мечты» в том возрасте, когда желаешь работать банкиром, бухгалтером, в каком-то сфере продаж, вот, чтобы распечатывать чеки, работать с бумажками. Чем я еще занимаюсь в Нюрбе? Всем плодотворным, что только попадется мне на пути. Отдыхаю, наслаждаюсь дождиком, прохладной погодой, мерзну. И решила сделать маме приятное, либо убрать то, что меня раздражает. Этот стол мы давным-давно, лет 5-6 назад, покрыли самоклеющимися обоями вот такого вот оттенка с узорчиком. Он меня всегда бесил, он составился супер жестко. Я еще вообще хотела здесь в этой комнате капитальный ремонт сделать, но мама все никак не согласится. У нас, конечно, не такой суперский эстетичный шоурум, но вот эти вешалки, комод, наш крутой диван, все это вот аккуратное собрание, наше новое зеркало внушают мне надежды, что когда-нибудь мы что-нибудь сделаем. Кстати, еще привезли из Якутской, из моего шоурумчика, гардеробную, нет, примерочную, ага. Так что будем делать апдейт. Конечно же, первым делом убираю со стола весь хлам, кассу и должна оторвать вот эти листочки бумажки. В общем, как-то так у нас получается, пока не могу прикрепить на дне там дерево, из-за этого не могу заклеить. Пока буду думать, что делать. Неровности, конечно же, есть из-за того, что это дерево такое, собственно, ручное, самодельное, соорудированное, я не знаю, что-то сооружение. Ну и главное, нам подключили подсветку зеркала. Итак, более эстетичный вариант, но, к сожалению, вот эта штучка все-таки не приклеилась даже скотчем, хотя какой смысл был? Один фиг, по сути. В общем, самоклеющаяся фигня не клеится на дерево, чекайте. Но, в принципе, как-то более привлекательнее стало и хорошо так сочетается с тем задним столом, но хлама все-таки осталось очень много. 2022 год, а люди все же не научились выстраиваться в очередь, не трогать чужого незнакомого человека. Например, сейчас в очереди меня почему-то женщина с детьми трогала за спину, типа, ладно, вот пыталась она пройти как-то, но она могла словесно попросить, я бы отошла, но она прямо пошла и дернула меня за спину, чтобы я пошла вперед, хотя спереди места вообще не было. Я стояла у кассы, еще чувак был с блоком газировок, и люди еще разучились парковаться непосредственно возле магазинов, возле зданий. Это ужасно. Просто катастрофически и так места мало, а тут еще и люди умудряются занимать место 3-5 машин. Кошмар просто. Я снова приехала в городской парк забрать обед в Эдисон Нюрба. Звучит как чей-то никнейм в Инстаграме, но ничего. В общем, в кафе Эдисон я заказала том-ям
оценим вот этот роллы Филадельфия. Забыл очки, пропекает и глаза тоже жжет. Тут как-то так. Интересно. Не знаю, но ощущения такие не на супер вау, потому что в зале играет вообще нефтемская песня про взрослую любовь, любовь какую-то неразделенную, сумасшедшую взрослых людей, типа там, я не знаю, концепция какова. Какая-то песня была, в общем, клубная даже. И такое большое заведение, которое готовит хачапури и там том-ям, например, не принимает картой. То есть это же очень просто завести терминал, чтобы клиенты могли расплачиваться банковской картой пластиковой, если у них нет, к сожалению, мобильного банка, и мне что, стоять в мобильный банк приобретать? Еще калитки в них так сильно шумят. В общем, да, попробуем еду хотя бы на вкус и цвет, оценим, поставим оценки. Ну, начну, пожалуй, с роллов. Я их полила соусом из-под пакетиков, но также разделила туда, в их местечко. Выглядит как-то interesting. И том-ям риса не пожалели. Классно. Ну, хоть не такая маленькая коробочка. Кстати, интересный момент. У меня, мне положили 2 палочки для еды, и пакетик одного из палочек был уже открыт. Я не понимаю, зачем его случайно открыли, но положили зачем-то. Или специально. Я не поняла, в общем, почему. А вдруг, если бы мне положили только один открытый? Жуть. Не буду додумывать. Просто выберу закрытый. Это младший ребенок нашей семьи, Сабина Мия, избалованная, как видите, после недельной разлуки, жалуется маме, обнимается с ней. А это мы на участке бабулиты, тяпаем картошку, на заднем фоне папа отдыхает, просто топчик. Я забыла, что у нас сегодня отключили электричество по каким-то ремонтным делам. Я хотела включить свет, чтобы показать эту даму. Она здесь сопит, храпит вовсю, прячется от жары и лежит. Смотрите, какой бардак у меня сейчас в комнате. Ну, не бардак, а как гардероб. Постель родителей, которых я выгнала из их комнаты и сплю в их постели. Они на диване. Здесь вообще никто не хочет спать, потому что стоит прямо возле, точнее, напротив кровати зеркало. Это очень крипово. Никогда не ставьте так. Это я, это Джулька, это Лилька, это я в Сочи, красотка. Это Глоша и Джулия. Не знаю, Джулька это... бывшую Канни Уэста же так прозвали. То меня так Стена Славы. Такие вот делишки. Это вот мой первый ноутбук. Нетбук. Это мини-ноутбук. В общем. Еще моя творческая стена. Мини-мольберт. Мусор. Ну, не мусор. Вещи. Миша. Книжечки. Я вот это подарила маме. Он беспроводной. На Новый год в каком-то году он сам такой пыльный, оказывается. Буду сейчас убираться, потому что маме обещала перед отъездом убраться.
Вы делали когда-нибудь так? Не на кухне моете посуду, а прямо на улице, на травушке, на поле, на участке, возле дома, перед домом. Так как сейчас у нас очень-очень много мошкары, кузнечиков, они просто не дадут мне покоя, плюс жара под 40 градусов жары. И я уселась на террасе, на нашей любимой красотке террасе, помыть посуду, потому что дома невозможно, темно, света нет, извините меня. Я подогрела водичку на газовые плитки, благо она есть, так что да, вот так вот, и буду смотреть вложики. А вот и Мия проснулась. Доброе утро. Самая больная тема у нас это раковина. Ну, во-первых, то, что здесь нет благоустройства. Та-та-та-та-та-та. Вот же у тебя, когтеточка. То, что у нас нет благоустройства в этом доме, прибавляет даже некой романтизации жизни. Это очень даже мило. Плюс у нас больное место дома, чтобы раковина должна быть всегда чистой, белоснежной, без всяких этих мусорочков. Ну и далее дом. Конечно, стулья не расставила по местам. Хотела вам показать еще одно. Это кладбище мушек. Какая же я противная, снимаю месячный влог, а забыла купалку такую единственную, любимую снять. Это мы поливаем огород нашей соседки, моей тети. Если же вам посчастливится посетить местность с рекой Вилюй, то обязательно искупайтесь. И вообще призываю съездить в Нюрбу, Вилюйск в июль месяце. Вода просто невероятно чистая, теплая, насыщенная даже в 9-10 часов вечера. По-любому всем будет интересно, что это. Это сетка Павловского, просто помогает выжить от мошкары. Миша у нас всем довольная сидит, прощается своим видом. Ну не этим. Глазами Миша. На что ты смотришь? Понятно. Извините. Пи. Это я постучала по полу. Одно из лучших состояний и вещей вообще в деревне — это мытье головы. Мытье головы в деревенском уличном душе. И ощущение вот именно после этого. Всем здравствуйте, приветики. 9 часов утра, село Хоро. Придорожное кафе, как вам такое? Стаканчики многоразовые, одноразовые. Это я строю себе глазки, так как ехать еще 10 часов. Ну прям французская пекарня, такой интерьер, панорамные окна, что? И с видом еще. Урок номер 1 от великого перегонщика Кей, от моего отца. Нужно собирать волосы. Номер 2. Перекусывать на скорость, то есть очень быстро. Ну и ехать дальше. Да, Миша? Не плакать. Миша у нас что-то разревелась. Она сейчас спит.
Верхнеюйску. Вроде вот я сейчас совсем не устала, потом повожу еще чуть-чуть. Не чуть-чуть, ну повожу в общем. Ну, бегали бы демона в тролле. Пляж. Koruvalar plaştı. Tavutay bulaydı. Попутчица. Миша. А это папа у меня супер режиссер, продюсер, оператор. Ша. Ska jag fira julen här på Hawaii? Men det lindrar ej helt